Смецце. Яго становіцца ўсё болей і болей. Яно атручвае зямлю, ваду, паветра. А людзі тым часам набываюць усё больш і больш рэчаў і выкідаюць іх у сметніцу. Штогод у Беларусі ўтвараецца 4 мільёны тонн камунальнага смецця. Кожны чалавек пакідае за год больш за 400 кілаграмаў смецця. Штогод колькасць адкідаў павялічваецца на 5%. Каб пазбегнуць экалагічнай катастрофы, трэба мяняць нашу свядомасць. У беларускім мястэчку Кобрын гэта пачалі рабіць з малога. У дакладным сэнсе слова. Вучні школы нумар 9 выпраўляюцца паляваць на пластикавыя бутэлькі. Мы нашли бутылки от пива, фанты и просто. Кантэйнеры для пластику не вельмі дапамагаюць. Да, людей кидают прямо около контейнера. Пьют около контейнера и кидают рядом. Нет, там лежать. Пробки тоже собираем. Пробок тоже много выбрасывают. Дзеці здзіўленыя, колькі смецця пакідаюць пасля сябе дарослыя. Получается, люди каждый день пьют Да, и выкидывают. По вечерам гуляют. Яны нават сумняюцца, ці прынясе плён іхняя праца. бутылки будут бросать. А почему? Ну, не знаю. Люди некультурные. Да. Вчера здесь убирали на территории школы, и уже вчера вечером кто-то кинул бутылку. Мы убираем, и снова появляются бутылки. Если будет чисто каждый раз убирать, они уже посмотрят, что город чистый, и не будут бросать. Спаборніцтва паміж школамі па збору пластикавых бутылек прыйшлося малым даспадобы. Это и конкурс, и как бы очистка города. Ребята, туда куда-нибудь, потому что тут уже, видите, уже вываливается все. Собираем вторсырье, пластиковые бутылки, собираем их в 2 вида контейнеров. Один вид, там, где собираются бутылки, сразу откручиваются пробочки. Потом по пробочкам мы будем считать количество этих бутылок. Ну а во второй контейнер мы сгружаем бутылки, которые не имеют пробок, но сразу их считавшие. Двадцать один, 22, 23, 24, 25. Дети заинтересовались, детям было очень интересно, они испытывают какой-то азарт, когда собирают эти бутылки. Ну, во-первых, что-то новенькое, потому что мы первый раз участвуем в такой акции, никогда не участвовали, поэтому всегда новое, что-то новое всегда очень интересно. Поэтому, вот видите, с большим азартом участвуем в этой акции. Дзеці ўспрымаюць збор бутэлек як гульню, але яны робяць сур'ёзную, дарослую справу. Бутылки забираем на вторсырье, там, где они сортируются, и будем прессовать их. Прессовать тюки и отправлять на завод на переработку. Гэтая машына аб'едзе ўсе 9 школ Кобрына. Чакаючы яе, настаўнікі з хваляваннем падлічваюць коркі. Пераможа тая школа, вучні якой сабралі бутэлек больш за ўсіх. У Кобрынскай гімназіі падлік ужо амаль скончаны. Если некоторые вещества перегнивают, то бутылки они не перегнивают. Пластик раскладаецца каля 200 гадоў. Бутэлькі, што мы выкідаем сёння, будуць перашкаджаць жыць не толькі гэтым дзецям, але нават іхнім праўнукам. Нужно устраивать побольше таких акций. Чтобы люди знали, что нельзя разбрасывать мусор, и чтобы они привыкли хранить свой город в чистоте. Я собрала много бутылок во дворах. Их отправляют на заводы и перерабатывают там. Вучні 6-й школы таксама разумеюць, што смецце трэба збіраць раздзельна. Пасля перапрацоўкі яно яшчэ можа прынесці карысць людзям.
Бутылок сделают. Очень много пластиковых вещей. Да. Пластиковые ведра, игрушки, бутылки. Они, наверное, переплавляют. Для игрушек и делают детям чаще. Изготавливают новые. Пальмы делают. Што робяць з сабранымі бутэлькамі, дзеці змаглі пабачыць на ўласныя вочы. Ну вот, все. То, что вы собрали, вот здесь оно в этом помещении и находится. Это ваше. Спасибо. Ваш труд. Это ваш труд. А настаўнікі тым часам выяўляюць пераможцаў і абмяркоўваюць акцыю. Дзеці папрацавалі добра. Гэта заўважылі ўсе жыхары Кобрына. Мы заодно пошли, убрали все вдоль озера. То есть, да, то есть еще и чистоту навели. И там даже отдыхающие были, кто загорали, сказали, ну, типа, ребята молодцы. Наконец-то кто-то дошел до озера, убрал. Але проста прыбраць смецце мала. Патрэбна аддзяліць пластык ад шкла, паперы і іншых матэрыялаў. Без гэтага немагчыма надаць ім другое жыццё. Совместно собранные отходы переработать в принципе нельзя, потому что там очень много различных материалов. Это пластик и бумага, для которых требуются свои технологии по переработке. Раздельный сбор отходов – это единственная мера, которая позволяет переработать отходы и использовать для производства каких-то вещей и продукции. Дзякуючы сумеснаму праекту праграмы развіцця Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і Еўрасаюза, камунальныя службы Кобрына хутка атрымаюць магчымасць працаваць па-новаму. Для іх будзе закупленая новая тэхніка, сартавальная лінія, сучасныя кантэйнеры для раздзельнага збору смецця на агульную сумму 900 тысяч евро. Здесь вот сейчас площадка контейнерная, будет расположен в дальнейшем большой контейнер для твердокоммунальных отходов для населения. И здесь будет расположена рядом площадка для раздельного сбора всего вторсырья. Засталося толькі пераканаць людзей карыстацца бакамі для розных відаў смецця. А гэта не такая лёгкая задача. С точки зрения ЖКХ это большая помощь в том плане, что дети мало того, что собирают эти бутылки, самое главное это воздействие на родителей, чтобы родители понимали, что надо все-таки раздельный сбор и организовывать. Стоят везде контейнера, раздельный сбор сейчас, к сожалению, никакой альтернативы у нас ему нет. Сами мы не сможем это все делать. Прежде всего это от человека. И вот дети, когда так вот делают, собирают эти бутылки, они оказывают большое влияние на родителей, вплоть до того, что может сказать: папа, мама, ты делаешь неправильно. Яйкі вучаць курку. Гэтая методыка добра показала себе ва ўсім свеце. Даць дзецям веды пра тое, як правільна абыходзіцца са смеццем, не менш важная задача, чым набыць для горада сучаснае абсталяванне. И чтобы наши отходы не попали на полигоны и не представляли собой вот такую не очень красивую картину, мы эти отходы должны отсортировать. Но без работы с людьми, с населением, без изменения мышления людей мы ничего не достигнем. Школьники – это очень благодатная почва. То, что мы вкладываем в школьниках, мы знаем, что они когда вырастут, они действительно будут, ну, как бы вот уже жить по какому-то новому мышлению. И первое место у учащихся, которые собрали 5327 бутылок, это учащиеся школы номер 9, приглашаются на сцену для награждения. Что бы вы сказали своим ровесникам вот по поводу сбора бутылок, по поводу того, что вы сейчас услышали? Не мусори, вот что я ему сказал. Береги природу. Береги природу, ведь ты в ней живешь, это твой воздух, твоя жизнь, и все зависит от тебя. Першая акцыя, арганізаваная ў межах сумеснага праекту Еўрасаюза і праграмы развіцця Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па абыходжанню са смеццем у Беларусі, показала, што працаваць варта. Толькі за адзін дзень школьнікі Кобрына сабралі 16,5 тысяч пластыкавых бутэлек. Але гэта толькі першы крок на шляху да зменаў.